Кіраўнік горада Александр Агачук адзначыў, сёлета Брэст удастоіўся высокай адзнакі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Лукашэнкі. Паспяхова выканана распараджэнне кіраўніка дзяржавы па падрыхтоўцы да тысячагоддзя. 27 аб'ектаў уведзены ў эксплуатацыю. Плановые работы по набережной и парку тысячагоддзя протягнутся в 2020 году. Год, конечно, очень такой сложный, значимый для всей страны, особенно для нашего города Бреста, потому что вот это событие, тысячелетний юбилей, это не менее важное было такое событие, чем даже, может быть, выборы в Палату представителей для нашего города. Все те планы и задачи, которые мы перед собой ставили, вот совместно с органами исполнительной власти, работая едино, все было исполнено. Сярод галоўных фактараў паспяховага развіцця Брэста павелічэнне колькасці насельніцтва. За 9 месяцаў нараджальнасць склала больш за 500 чалавек. Яшчэ 1400 міграцыйны прырост. Брэст мае вядучыя пазіцыі па даходах насельніцтва сярод усіх абласных цэнтраў. Сярэдняя зарплата тут 1080 рублёў. Былі акрэслены і перспектывы далейшага развіцця, абмеркавана незадзейнічаныя рэзервы, якія можна выкарыстаць у будучым. Жизнь не стоит на месте. Меняются точки роста нашего города, и даже если взять экономику, я буду об этом докладывать, все больше и больше именно наш IT-кластер дает экономике, все больше и больше работает наша перерабатывающая промышленность в тех сегментах, за которых они закрепились. Видим большие резервы, конечно, и в развитии туристического потенциала. Ведь не секрет, что большинство, не большинство, многие города даже в основном за счет туризма живут. Поэтому те моменты, которые сделаны с точки зрения решения главы государства по безвизовым зонам, по объединению безвизовых зон, это тоже очень серьезная опора, на которой можно двигать город в 2020 году вперед. І як абяцанне здзейсніць усё запланаванае, не згубіць набраны тэмп, капсула з пасланнем нашчадкам. Сохраните Брестскую крепость и детям накажите сберечь ее, потому что это святое. Сохраните фонарщика, который каждый вечер зажигает огни, потому что это традиция. Сохраните храмы, потому что это духовность. Наступныя 20 гадоў капсула будзе захоўвацца ў музеі гісторыі горада Брэста ў якасці экспаната. З'яна Мішчук, Юрый Плінта, тэлерадыёкампанія Брэст.